Прошли те времена, когда слово «карате», зазвучавшее на территории бывшего СССР в конце 70-х годов, обладало ореолом таинственности и экзотики. Сейчас этот термин уже нельзя назвать новым, но каждый, произнося его, имеет в виду что-то свое. Можно смело сказать, общего понимания, что такое карате, все еще нет. Чаще люди всего путаются в понятиях, сравнивая различные версии спортивного карате, путают спорт с традиционным боевым искусством или произвольно смешивают эти два понятия. В нашем городе карате практиковали многие, и на сегодняшний день в Сибае есть две секции, где культивируются разные виды этого искусства боя – карате Кокусинкай Тамаширю и клуб традиционного карате Сётокан Джион. Именно о последнем и пойдет речь в нашей передаче. Роман Кириллов, руководитель клуба традиционного карате «Джион». Он начал постигать азы восточного искусства боя еще будучи подростком. 3,5 года назад он открыл секцию карате «Сётокан» и начал прививать любовь к этому виду и подрастающему поколению, и взрослым сибайцам. Название «Сётокан» произошло от литературного псевдонима мастера Фунакоси – «Сёта». В переводе с японского «Сётокан» означает «дом колышущихся сосен» или «дом сосны и моря». Сётокану характерны линейные перемещения и линейное приложение силы, а визитной карточкой Сётокан карате считается низкие и широкие стойки, жесткие блоки, мощные удары руками с включением в удар работы бедер. Принцип «одним ударом наповал» считается основополагающим в сётокане. Карате – это прежде всего здоровье, прежде всего, поэтому спорт как таковой нас сильно не интересует, потому что спорт чаще всего идет во вред здоровью. Поэтому мы в первую очередь занимаемся именно традиционным. Почему называется? Потому что традиционные методики, они организм укрепляют, они вредят. Спорт уже на втором плане. Те ребята, которые что-то начинают достигать, им интересно, периодически можем уезжать на соревнования. Как говорит наставник, возраст ребят для занятий карате не важен. В клубе на сегодняшний день тренируется 60 человек, самому младшему из которых 5 лет. Есть люди, которые приходят за 30, за 40 и за 50. Буквально 3 недели назад пришел один дяденька, скажем так, ему 58 лет. Никогда не поздно начать заниматься карате. Большинство начинающих постигать путь карате сталкиваются с неожиданной жесткостью правил поведения в клубе. С первых же занятий новичков загоняют в строгие рамки этикета. Это вызывает у многих непонимание и, возможно, даже личностный протест. Но без строгой дисциплины занятия восточным искусством боя невозможно. Дисциплина прививалась, можно сказать, 2 года, наверное. Первое время, конечно, было тяжело, потому что дети все приходят, они же свободолюбивые, они привыкли, что хотят, то и делать. Родители редко их там чем-то напрягают, заставляют, свое чадо любят очень. Вот. А я понимаю, что отсутствие дисциплины – это обязательно какие-нибудь травмы, несчастные случаи и всякое такое. То есть родители мне принесли ребенка, отдали, я на эти 1,5 часа я за него в ответе. Поэтому я должен сделать все, чтобы с ним ничего не случилось. Значит, должна быть жесткая дисциплина. Многие говорят, которые приходили, потом уходили от нас, рассказывают учителям своим, что здесь дисциплина, как в армии. Я не знаю, откуда дети это взяли. Они же в армии еще не были. Первое время было тяжело, конечно, а сейчас уже все, кто приходят, они просто входят в этот коллектив жесткой дисциплины и туда вкатываются. Они не могут ни уйти ни влево, ни вправо. Дисциплина, желание постигать путь карате и мастерство наставника – все это вкупе приводит к достижению наилучших результатов. Воспитанники клуба традиционного карате-до Сётокан Джион неоднократно становились участниками различных соревнований и фестивалей и всегда оказывались на пьедестале. Я в глубине души доволен, а сказать я это не могу им, потому что это расслабляет. Поэтому и да, и нет. Такой неоднозначный ответ. Ну, хвалить вы что, не умеете? Умею, хвалю, но чтобы я похвалил, нужно реально стараться, потому что суть занятия вообще любого единоборства в том, что не в зале надо тренироваться, а в зал человек приходит для того, чтобы узнать что-то новое, исправить свои ошибки, уйти. Вся тренировка у него вне зала должна находиться. Тогда будет рост, тогда он будет хорошим бойцом, хорошим спортсменом, хорошим мастером и здоровым сильным. А если приходить 3 раза в неделю по 1,5 часа, никакого продвижения не будет. 10-20 лет, толку никакого. Как бы умело ты ни владел техникой карате, совершенствовать знания необходимо всегда. Повышать уровень мастерства воспитанникам клуба помогают ежегодные семинары. Очередной из них прошел под руководством 3-кратного чемпиона мира, мастера боевых искусств России, шеф-инструктора Международной лиги боевых искусств Сергея Сизова, 7-й дан карате-до Сётокан, город Санкт-Петербург. Сергей Викторович в нашем городе уже 2-й раз. Сибайских каратистов знает, как вырос их уровень за год, он заметит сразу. Первая тренировка будет
конечно, буду смотреть. То есть вот Роман уже приезжал сейчас в Стерлитамак и там занимался. У него, конечно, прогресс уже виден, и он, вероятно, уже скоро будет сдавать на следующий дан. Ну а здесь сейчас посмотрим, будем тоже, это уже будет видно, начнем семинар. Цель семинара – обучить воспитанников новым приемам, закрепить и совершенствовать пройденный материал и в итоге повысить уровень знаний каратистов, подтвержденных очередным поясом. К слову, градация мастерства в карате построена именно на системе поясов и степенях. Ученические степени – это Кю от 9 до единицы, а мастерские – Дан от единицы до 9. В зависимости от уровня мастерства различаются цвета поясов. Чем выше уровень, тем темнее оттенок. Хотя раньше существовало всего 2 ученических пояса – белый и коричневый. Сейчас их по крайней мере 7. Белый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, темно-синий, коричневый. Мастера носят черные пояса. Сергей Викторович занимается карате уже 36 лет, имеет черный пояс 7 дан, о сделанном выборе не сожалеет. Совершенствуя свою душу с помощью карате, он улучшает и свое тело. Ему 59 лет, а на вид и не скажешь. Мне карате дает, и то, что я пытаюсь учить в своих методиках, это учиться быть естественным. Да? То есть если человек учится через пусть физические упражнения быть естественным, гармоничным, то он учится, собственно говоря, становится мастером жизни. То есть он учится жить. Ну, я занимался вообще-то всеми видами спорта, можно сказать. Но карате я уже пришел после армии. Ну, во-первых, это было тогда очень популярно. А во-вторых, я так думаю, что, опять же, можно с философией подойти. Мы смотрим на дерево, на большое, а оно выросло с маленького семени. Глядя на семя, мы никогда не поймем, что оно может вырасти такое дерево большое, но в нем заложено. Значит, во мне было заложено вот этот путь. Не пожалели с вами? Нет, наоборот. Потому что я раньше был геологом. Так что мне пришлось бросить то и заняться полностью карате. Кроме воспитанников клуба традиционного карате Досютакан Джион, в семинаре участвовали воспитанники сибайской секции карате Кикусинкай Тамаши и Рюн. В общем, порядка 50 человек продемонстрировали мастеру свои умения, технические нормативы, правильный стоек и нанесение ударов, передвижения и слаженность работы рук и ног. Вы экзамен принимаете жестко, поблажки какие-нибудь даете или все строго? Нет, конечно, поблажки есть. То есть важно же не то, чтобы не принять экзамен, а важно научить правильность. Да. Все помнят, что бывает в школе. Да, дают тройку, ты уже после этого этот материал уже знаешь. Ну вот так же и здесь примерно. Тут тоже можно дать тройку, а это не выход дать. Там, завалить, дать человеку 2. Карате было популярно всегда, и в нынешнее время спрос именно на данный вид боевого искусства велик. Но многие задаются вопросом, как добиться успеха в карате? Ответ прост. В первую очередь нужно научиться побеждать себя, а уже затем бросать вызов соперникам. Эта секция способна развить в человеке гармоничную личность, которая сочетает в себе физическую мощь и крепость духа. Когда я пришел сюда в первый раз и посмотрел, как другие занимаются, мне очень понравилось. Что ты для себя нового открываешь? Всякие боевые искусства, пояса зарабатываю и также ездил на соревнования. Это интересно, спорт это, не знаю, здесь много народа, много знакомств. Из-за этого интереснее историю узнавать. Я считал, вроде бы это 4-й, я здесь знаю почти всех. Приехали с Баймака новые люди. Вот, хочу познакомиться. Очень нравится семинары ходить. А почему нравится тебе на семинарах ходить? Много нового узнаю. Интересно очень. У карате богатая история, философия и принципы, узнав о которых действительно понимаешь, что этот вид восточного искусства нацелен на разум. Уважение, честь, искренность, добросовестность, доброта, скромность, порядочность, доблесть и самообладание. Вот 9 принципов боевого искусства благородного человека, а 10-й лежит в основе всего. В карате никогда не нападают первым. И поэтому во многих клубах ученики, занимающиеся карате, дают клятву, в которой обязуются не применять полученных ими знаний, навыков и умений в корыстных целях или во вред другим людям. Приятно осознавать, что наши ребята сегодня являются одними из немногих, кто будет жить в гармонии с собой.